Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня 20 октября, и вы смотрите информационно-аналитическую авторскую программу «Арена событий». С вами Владимир Сенюшкин. Этот выпуск программы будет посвящен итогам второго российско-китайского экспо. Вначале некоторые установочные данные. Решением правительств России и Китая работа выставки, стартовавшей 12 октября, была продлена до 16 числа. Содержательной частью экспо стали деловые коммуникации на высшем уровне. Численность российских участников превысила 4000 человек. Российскую официальную делегацию составили более 500 представителей государственных структур и крупного бизнеса под руководством вице-премьера Дмитрия Рогозина. От Республики Саха-Якутия в мероприятии приняли участие 147 человек. Свои делегации сформировали 9 муниципальных районов. Республикой было представлено 29 инвестиционных проектов на общую сумму 516 миллиардов рублей. Руководитель администрации главы Республики Саха и правительства Республики Саха Юрий Куприянов возглавлял якутскую делегацию на втором российско-китайском экспо. Сейчас он поделится с нами своими впечатлениями от выставки. Нет, я вопрос задавал тем о том, что вот, коллеги, Россия уже смотрит, Россия работает с Китаем. Мы все смотрим. Я спросил, а много ли здесь сидящих в зале представителей китайского бизнеса и китайской страны были не в России, а в Якутии? И подняла не единица, а подняла где-то процентов 25-30 человек, которые сидели в зале. Люди охотно поднимали руки, они рассказывали о нашей природе, об уникальностях. В чем важность таких мероприятий? Я думаю, что почти что историческая. Это тема и место, куда мы должны всегда ходить. Вот эти переговоры с тех моментов, когда они, 10 лет назад, были выставочными, потом уже шел разговор, они никому не нужны, там все приходят, знакомятся, обмениваются визитками, потом друг друга не могут вспомнить. Сегодня это место уже, мы живем в рыночное время. И находим новые инфраструктуры или новые такие структуры, которые решают проблемы, которые у нас накопились. Вот эти экспо стали предметом ведения переговоров. Организаторами второго российско-китайского экспо дизайн-проект экспозиции Республики Саха-Якутия был признан лучшим. Экспозиция Республики второй год становится победителем в данной номинации. Она отличалась не только национальным колоритом, оригинальностью, но и использованием современных технологий. Наша выставка, на самом деле, вот здесь, которая расположилась, она признана одним из красивых, креативных подач. У нас она была в виде большого бриллианта, и внутри, как комната переговоров, она организована таким образом, что действительно было уютно внутри вот этого большого территориального пространства. И Дмитрий Олегович и Ван Ян, когда проходя наш технопарк, вот Анатолий Скалонович, прямо водрузил им камень, говорит: ребята, вот строительный камень Якутия предлагает. Я не знаю, Ван Ян является строителем или нет, но когда он потрогал этот камень, он говорит: почему он такой легкий? Да, он говорит, состоит из нашего циолита, сунтарского циолита. Он говорит: а что такое циолит? То есть он берет камень такой циолит, он говорит: вот циолит. О, китайская, это очень интересно. И коллеги взяли уже на вооружение. Юрий Степанович, а какие инструменты действуют в республике для привлечения инвесторов? Какие преференции предоставляет республика для того, чтобы инвесторы сюда приходили? Предлагаем максимально возможные все, параметры. Давайте дойдем до того, что у нас есть инфраструктура, у нас есть и агентство по привлечению инвестиций. Товарищ Загоренко сам участвовал своим докладом. Каковы итоги второго российско-китайского экспо? И как кризис в российской экономике, непростая экономическая ситуация отражается на общем объеме инвестиций? Об этом я спрошу непосредственно у генерального директора Агентства инвестиционного развития Республики Саха-Якутия Алексея Загоренко. Алексей Сергеевич, сначала в общем. Сократились ли объемы инвестиций по этому году из-за непростой экономической кризисной ситуации в стране? Говорить о том, чтобы было какое-то сокращение, наверное, неправильно, да? Есть, конечно, определенные опасения инвесторов, в связи со скачками курса, и они, естественно, в настоящий момент либо как-то пересматривают, либо переоценивают свои какие-то решения, либо пытаются их, риски, в том числе валютные, захеджировать. Но при этом интерес именно к инвестиционным проектам, как в целом Российской Федерации, так и Республики Саха-Якутия, он не угасает. Вообще инвестиции – это такое личное дело на самом деле. Да? Невозможно приехать один раз, презентовать
даже какой бы проект замечательный ни был, да, и сразу получить какое-то решение, деньги и так далее, да. Инвесторы, они стараются, как правило, сначала создать какие-то личные взаимосвязи, да, и только после этого трансформировать их в деловые. Это потому что личное оно позволяет понимать друг друга, да, те обязательства, те возможности партнеров и, соответственно, риски, и лучше их оценивать. Вот-вот, вернемся к потенциальным инвестиционным рискам. Здесь для инвестора нет мелочей. Важно все: личные контакты, адекватная оценка экономической ситуации, трезвый просчет потенциала того или иного проекта и, конечно, взаимозаинтересованность. У нас есть прежде всего инфраструктуры, которые готовы вкладываться вместе. Не просто там, да, как бы привлечь инвестора, но в том, чтобы была заинтересованность в получении результатов и с нашей стороны, и со стороны тех людей, которые будут вкладываться. Это же вопрос достаточно сложный. Рассказать сказку может каждый. Но родить, там, скажем, производство, получить продукцию, реализовать его, сделать оборот для того, чтобы оно заработало. Вот в чем сегодняшний как бы смысл. Но вопрос, конечно, интересный. Но, безусловно, риски есть, и их нужно минимизировать. Да. Здесь есть рыночные, безусловно, механизмы. Это хеджирование рисков. Соответственно, стороны при принятии решения об инвестировании, они в любом случае эти риски учитывают и минимизируют их тем или иным образом. Соответственно, что делает государство? Государство вот такими мероприятиями, где оно публично выражает свою поддержку, да, данным инвестиционным проектам, оно вселяет уверенность. Это сила слова. То есть вот с нами, соответственно, проходили встречи замминистра транспорта Российской Федерации господина Цыденова, где он на встречах с китайской стороной гарантировал то, что проектам Республики Саха-Якутия, ну, инфраструктурным, в частности, по мостовому переходу в районе реки, в районе города Якутска через реку Лена будет оказана всесторонняя поддержка, в том числе предусмотрены финансовые средства в госпрограммах. Ну да, теперь поговорим об этом более подробно. 12 октября в рамках Экспо прошла отдельная презентация проекта по строительству мостового перехода через Лену. Вы представляли проект. Как это было? Первый момент – это то, что Цыденов сразу же попросил китайскую сторону, чтобы было при проектировании предусмотрена возможность расширения в будущем моста включением железнодорожных путей, в том числе подъездных. И второй момент, то, что предложил отрабатывать все с республикой. Да, господин Цыденов сообщил как раз о нововведениях в федеральных законах, которые предполагают наличие частной инициативы, что может ускорить прохождение конкурсных различных процедур. Ну и предложил отрабатывать с Республикой Саха-Якутия и лично Павла Марынычева как координатора данного проекта. Китайская сторона предложила же проект этой канатной дороги, которая уже достаточно активно обсуждается в наших социальных сетях. Ну, я понимаю, это больше все-таки как развлекательный именно объект, а не, тем более ни в коем случае там не замена нашим крупным инфраструктурным объектам. Это было частное предложение частной китайской компании, то есть это не предложение китайских там ни провинций, ни правительства. У нас была возможность, там мы проезжали, когда видеть аналогичные канатные дороги, которые есть в Харбине, но это чисто развлекательный объект, который может повысить туристический рекреационный потенциал нашей республики. Чуть задержимся на мосту. Алексей Загоренко подтвердил, что Якутия видит инвесторами его строительства именно китайские компании, проявившие большой интерес к презентации проекта. Полученные контакты еще предстоит разложить по полочкам. Агентство инвестиционного развития полностью сопровождает проект. Но вот вопрос, которым задаются многие пользователи соцсетей. А зачем все это китайской стороне? На какую экономическую выгоду могут рассчитывать китайские инвесторы? В чем их интерес? Если не говорить о чистой выгоде, да, которую получает концессионер в виде своего дохода, то есть помимо возмещения инвестиций, банковского процента, безусловно, в концессию закладываются доходы концедента. Да, это первое. Второе, вы знаете, да, что Китай
разрабатывает свою схему шелкового пути, а Россия предлагает Евразийский союз. И эти как бы проекты, они в принципе могут быть как-то совмещены, и мост через реку Лена тоже может вписаться в этот там, шелковый путь, или как мы его назовем, да, более близкий, более быстрый путь в Европу. То есть через железную дорогу до Якутска и дальше по реке, и выход на Северный морской путь, что значительно сократит. То есть это второй как бы бонус. Ну, и третий, наверное, во-первых, вообще участие в таких крупных инвестиционных проектах, оно положительно с точки зрения вообще повышения инвестиционной привлекательности. И они тоже знаковые проекты, да? То есть и для Российской Федерации это будет знаковый проект, и для Китайской это крупный инвестиционный проект, в котором обе стороны участвуют. Это как флагман, который дает сигнал, что вот путь проложен, и все остальные более мелкие компании могут пойти следом. Какие инвестиционные проекты вызвали наибольший интерес? У нас состоялось подписание 5 уже соглашений. Ну, исходя, они разного уровня. Например, Усть-Алданский Улус только начал, да, вот соглашение обрел побратима. У нас сегодня Павел Алексеевич подписал от имени правительства нашей республики, а вице-губернатор со стороны провинции Хэйлунцзян, он сюда к нам приезжал, дни, когда провинция Хэйлунцзян был, Суньяо, да, господин Суньяо, подписал соглашение о создании рабочей группы. Помимо этого у нас был тоже у агентства ряд встреч с крупными компаниями, такими как Sinosteel, China Power. Значит, эти компании интересовали проекты, ну, конечно, в сфере добычи полезных ископаемых, их переработки, энергетические проекты. Фактура и результаты, которых вот не просто там съездили в гости, да, презентовали объекты и приехали обратно. Забросили тему, она поддержана. Подписали соглашение, то есть мы навели мосты не просто дружбу, да, а как взаимных сотрудничеств. В бизнесе у всех разная репутация, ориентация и мотивация. Но по выражению Юрия Куприянова, китайский бизнес очень оперативный, креативный и активный. Современный Китай готов инвестировать, поскольку имеет сегодня все необходимые ресурсы и интересы. Остается добавить, что третья выставка «Российско-китайская Экспо-2016» скорее всего состоится в России. А этот выпуск «Арены событий» завершен. Это была программа для тех, кто хочет знать события в лицо. До свидания.